Картлонская таможня изъяла 13 тонн Коранов. Бердымухамедов выдвинул на пост президента своего сына. Новые протесты в Казахстане. В начале января таможенные органы Хатлонской области изъяли 1000 экземпляров Корана общим весом 13 тонн, сообщает портал Бамдот. В сообщении говорится, что книги были завезены из Афганистана через контрольно-пропускной пункт в Нижнем Пяндже и изъяты из соображений безопасности до выяснения заключения по ним Комитетом по делам религии. Ссылаясь на свой источник, портал также сообщает, Кораны были ввезены в Таджикистан официально на основании декларации, после чего книги были временно изъяты на предмет проверки их содержания и вынесения заключения компетентными органами. Напомним, что таджикский режим в целях предотвращения исламского возрождения в стране уже в течение многих лет предпринимает разнообразные меры от запрета на обучение религии детей до запрета на ввоз исламской литературы. Начиная с 2017 года в стране существует список запрещенных для ввоза в страну книг, составленный Комитетом по делам религии и Министерством внутренних дел Таджикистана. Домулло Шокирхон из Душанбе прокомментировал ситуацию нашей редакции. Да, режим делает все возможное для того, чтобы выжить ислам из Таджикистана. Это и запрет на посещение мечетей детьми, и все остальные абсурдные ограничения, и жестокое преследование непокорных, и запрет на ввоз исламской литературы. Это мне напоминает времена советской власти. В то время также все было под запретом. Исламской литературы не хватало катастрофически. Люди обменивались книгами, одалживали друг другу для изучения, несмотря на последствия. Даже в те трудные времена таджикский народ смог сохранить свою религию. И я верю, что так же будет и в этот раз с дозволения Господа, считает Домулло. Сына президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Сердара, выдвинули кандидатом на пост президента страны. Досрочные выборы состоятся 12 марта, сообщает издание Салам Ньюс. Сейчас Сердар Бердымухамедов занимает должность вице-премьера. 14 февраля в Туркменистане началась избирательная кампания, в ходе которой пройдут выдвижение, регистрация кандидатов и их встречи с избирателями. Гурбангулы занимает пост президента с февраля 2007 года, параллельно возглавляя и кабинет министров. О досрочных выборах он намекнул еще 11 февраля, сказав, что намерен уступить дорогу к государственному управлению молодым руководителям. При этом Бердымухамедов дал понять, что останется председателем Верхней палаты парламента Халк Маслахаты. Через несколько часов после заявления Бердымухамедова Туркменский центр избирком объявил о проведении внеочередных президентских выборов. Очередные должны были состояться в 2024 году. Ничего нового, может быть, только и еще больше ужесточения. Политолог Аркадий Дубнов в разговоре с РБК предположил, что в случае избрания президентом сын Бердымухамедова будет проводить еще более жесткую политику, чем отец. Сердар – человек чрезвычайно жесткий, еще более далекий от простого земного восприятия жизни, чем его отец. Он наводит ужас на своих подчиненных, и тому уже довольно много свидетельств. Он будет укреплять властную вертикаль еще более бесчеловечным образом, считает эксперт. Напомним, 40-летний Бердымухамедов-младший проработал на различных высоких должностях режима Гурбангулы, тем самым заранее готовясь сесть в кресло отца после его ухода. То есть вопрос о том, кто именно станет преемником, был решен в Туркменистане давно. Наблюдатели, между тем, объясняя такую внезапность, отмечают, что последние события, связанные с транзитом власти в соседних странах, вероятно, повлияли на решение Бердымухамедова передать президентское кресло своему сыну. Примечательно, что президент Таджикистана Рахмон также уже не первый год готовится к транзиту власти своему сыну Рустаму по аналогичной схеме. В данный момент он занимает должность мэра столицы и председателя таджикского парламента. В Алмате 13 февраля прошел траурный митинг в память о жертвах Кровавого января, сообщает Орда КЗ. Митингующие держали в руках плакаты и транспаранты: «Такаев, уходи! Тебя ненавидит вся страна! Пыткам нет! Стоп фашизму! Свободу невинным! Народ не террористы!»
Мы не забудем и не простим кровавый январь. Стрелять на поражение без предупреждения – это преступление против народа. Траурный митинг начался с молитвы по погибшим в январских протестах. Родственники погибших повязали белые ленты на рукава. В несанкционированном митинге приняли участие около 700 человек. Основные требования родственников погибших и пострадавших – честное расследование уголовных дел и освобождение незаконно задержанных. Примечательно, что как только на площади начали собираться люди, замедлилась скорость мобильного интернета, а еще через некоторое время связь пропала совсем. Очевидно, таким образом, режим препятствовал распространению информации о проведении митинга. На место несанкционированного митинга прибыли сотрудники полиции, однако они не стали предпринимать какие-либо действия, учитывая предыдущий негативный опыт. Но в любом случае тоже обольщаться не надо, потому что, я думаю, власть тоже немного побоялась здесь создавать такую нервозную обстановку после вот тех событий, которые произошли, и тем более на фоне вот этого мощного общественного резонанса в связи с пытками, которые происходят в стране.